Бурзянский район – родина бортевого меда и уникальных памятников природы. Расположен Бурзянский район в центральной части Южного Урала. Районный центр, село Старосубханкулово, находится в 340 километрах от Уфы. Зимой 2020 года на территории Бурзянского района запустили солнечную электростанцию – масштабный инвестпроект, который должен решить проблему энергодефицита в муниципалитете. Бурзянская СЭС – результат соглашения с группой компаний Havells и Solar Systems, подписанного на Петербургском экономическом форуме в 2019 году. Тогда руководству Башкортостана удалось привлечь в регион более 80 миллиардов инвестиций. Глава республики Ради Хабиров на этом объекте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Все хорошо, спасибо. Андреевич, Да, Александр Александрович, это вы, да, получается? Да. От компании? От группы компании Havells. Директор по реализации проектов. Позвольте, расскажу вам немного об этой станции. Соответственно... От Башкирэнерго есть у нас? Конечно, Соответственно, эта солнечная электростанция состоит из двух частей, каждая по 5 мегаватт. Отличительной особенностью от других объектов является наличие системы накопления энергии мощностью 4 мегаватт-часа на каждой из очередей. Данная система накопления... А накопление где? Непосредственно Да. Система накопления энергии представляет из себя блоки аккумуляторных батарей, литий-ионных, произведенных Российской Федерацией, систему управления и преобразования. Данная система накопления позволяет, помимо накапливать электроэнергию, производимую солнечными модулями, выдавать ее в любое время дня и ночи. Также эта система позволяет работать в автономном режиме для местной подстанции. То есть при кратковременных отключениях электроэнергии из внешней сети она сможет обеспечить поддержку населения, поддержку энергорежима. Соответственно, на текущий момент объект полностью введен в эксплуатацию. Мы сейчас занимаемся выполнением технических условий на техприсоединения с сетями. На текущий момент реализован первый этап. На этой неделе мы получили согласование второго этапа, это включение станции на полную мощность. И у нас остается третий этап, это как раз включение накопителя в изолированный режим. В настоящий момент мы завершаем технические мероприятия определяем технические мероприятия, которые необходимы для реализации третьего этапа. И надеемся, что в ближайшее время завершим их и сможем уже включить полный функционал данного объекта. Так, давайте тогда по порядку. Вообще объект сдан в эксплуатацию? Да. Все, объект сдан в эксплуатацию? Да. Сети он подключен? Да. Подключен, все нормально у нас? По первому этапу, да, подключен. То есть первый этап? Мощность до 1 мегаватта. До 1. До 1 мегаватта. Вторая мощность, что нужно для этого? Мы уже для этого все сделали, сейчас согласовали полностью документацию. А третий этап, на станции делать уже ничего не нужно, необходимо провести некоторую реконструкцию на подстанции, к которой мы подключены. Соответственно, здесь вы видите фотоэлектрические модули, состоящие из поликристаллического кремния. Производится это все частично в России. Соответственно, солнечный свет, когда попадает на фотоэлектрические модули, они начинают... Можно я перебью? Да. А вот сейчас зарядка идет или нет? Или это... Сейчас идет выработка электроэнергии. Даже в таком солнце. То есть модули вырабатывают столько электроэнергии пропорционально солнечному потоку. Да. Соответственно, сейчас поток достаточно низкий, я думаю, порядка 200 Вт на метр квадратный. Поэтому они работают, скажем, на 10-15%. Тем не менее, даже в такую погоду, в пасмурную, выработка электроэнергии идет. Потому что сейчас прямого света нет, но есть много рассеянного света, который также улавливается фотоэлектрическими модулями. Соответственно, модули вырабатывают электрический ток постоянный, они объединены в цепочки. Дальше это подключается к коммутационным щитам постоянного тока, которые объединяют множество модулей в два кабеля. Эти кабели подходят к инвертору. Инвертор преобразует постоянный ток в переменный. Дальше стоит трансформатор, который поднимает с напряжения 0,8 кВт до 10. И дальше идет в распределительное устройство. Также в этой системе здесь подключены параллельно аккумуляторы. То есть в течение дня они заряжаются. Дальше в соответствии с режимом, который нам дают сетевая организация, либо диспетчерское управление, мы можем эту электроэнергию вырабатывать для того, чтобы улучшать характеристики сети, для того, чтобы компенсировать определенный дефицит электроэнергии. Либо, если будет отключение, то мы сможем какое-то количество времени, в зависимости от нагрузки, продержать ближайшие населенные пункты работающими.
Если позволите, я хотел бы вам еще показать систему накопления электроэнергии. Это пластик, да? Нет, это не пластик, это рифленое стекло. Оно рифлено специально для того, чтобы увеличить количество света, которое остается внутри модуля. То есть свет попадает, отражается от ячейки, и благодаря тому, что есть текстурирование, он попадает обратно. А вот этот кремний вы в Киргизстане берете, да? Ну, кремний из разных источников идет, это сырье. Перерабатывается он на предприятиях в Мытище и в Саранске. А можно сравнить стоимость электроэнергии? Это и которая идет... На сети? Ну, стоимость электроэнергии в сети везде разная, зависит от конкретного региона и места. Вот. Уже сейчас во многих случаях электроэнергия от солнца, она дешевле, чем... Ну, конечно. Но она еще также сопутствующая. Это экологически чистая, Да, возобновляемая. абсолютно. А вот скажите, вот от ветровой нагрузки вы же, наверное, опыт имеете, да? Конечно. Все модули проходят сертификацию. Сертификация подразумевает ряд тестирования, в том числе имитация града, снеговой нагрузки, ветровой нагрузки. То есть все это модули выдерживают. Один блок вылетает, он же цепочку не размыкает, нет? Ну, здесь цепочки по 21 модулю. То есть если один модуль ломается, вот, то цепочка вся выпадает. Да. Соответственно, приходит сигнал в диспетчерскую, диспетчер это видит, и он может этот оперативный модуль заменить из запаса, который здесь есть, и войдет в работу. Но при этом вся остальная станция продолжает работать. А техобслуживание какой-то нужно, там мыть что-то? Ну, в данном климате здесь очень много осадков, поэтому я уверен, что здесь обслуживать модули в части помывки не придется. А вы место выбираете, что предпочтение для вас предпочтительно? Ну, в данном случае здесь предпочтительный для нас очень хороший земельный прямой участок, который не требуется вертикальная планировка. Ну, то есть готовы. Да, и чтобы высокая солнечная интенсивность. То есть юг Башкортостана для этой части очень подходит. И эта площадка была выбрана по комплексу факторов, в том числе здесь, потому что здесь нужен был накопитель. Поэтому это... Ну, здесь точно, вон, Газис Мехмедович скажет, Бурзян у нас страдал все. Да. А сейчас вы уже почувствовали или нет? Нет. Вот Нет, ближайшее подключение электроэнергии показывало, что подключение подстанции у нас пока не происходит еще. Нам нужно третий этап закрыть, чтобы это работало, полный функционал станции работал. Это негатив У меня вызвало какая население. просьба? Давай тогда в четверг все-таки вы скажите вашему руководству, чтобы на них тоже вышли. Да, пусть они нам в четверг доложат, что происходит. Ладно? Первым вопросом вот эту часть закроем, да, чтобы мне от вас что нужно? Мне от вас просто сказали, условно, такого-то числа все вопросы будут закрыты, и все. Вы Хорошо. подтвердили, головами кивнули, мне больше ничего не нужно. Мы терпеливо, но район-то страдает до сих пор. Это инвестиционный проект, он нам очень важен. Со всеми службами, структурами, взаимопонимание есть, все нормально. Ну, у нас рабочие отношения, мы отрабатываем. То есть все, тогда хорошо, тогда вы То есть у вас подтверждаете. в Башкирэнерго не возникнет сложностей вот в работе? Ну, мы сейчас общаемся, соответственно, есть определенные технические дискуссии, вот, но надеемся, что в ближайшее время мы их завершим. Есть вот у вас, я так понимаю, слово техническая дискуссия, это есть проблема, да? Это не проблема. Посмотри, я думаю, что они вот, до этого консультации вели. Я думаю, что решение найдут. Мне что волнует? Мне волнует, чтобы вы себя чувствовали комфортно здесь. Вы уже давно построили. Мы уже кнопку нажимали. Значит, все Да. пошло. Надо быстрее, потому что вы мне уже интересны не этим объектом, а тем, что собираетесь еще. Понятно. Планы есть, подтверждаете, нет? План подтверждаем. В ноябре планируется отбор проектов ВИА очередной. Вот, мы сейчас готовим на территории Куйргазинского, Хайбулинского района несколько объектов. Если в том случае, если мы завершим мероприятие по выделению земельных участков и найдем взаимопонимание по техприсоединению для этих объектов, мы их будем подавать на этот отбор. А в чем проблема? Проблем нет, мы сейчас работаем как раз. Выйдет на вас зампремьер-министра, значит, Муратов, если, наверное, работаете. Проговорите порядок и обозначьте те вопросы, которые вас волнуют. Почему? Сделайте это прямо сегодня. Вы должны подготовить ваши необходимые там задачи, чтобы мы за эти 2 дня проговорили с Минзаимущества, значит, с ресурсниками, которые техприсоединение обеспечивают, чтобы мы в четверг все вопросы ваши, вы нам их назвали, а я уже коллег сразу спросил и решили. Это ускорит в разы. Я вас понял, хорошо подготовим. Так же лучше будет? Конечно. Давай. Спасибо вам большое за Всё, поддержку. давай. Это вот сколько гектаров занимает? Ну, здесь порядка 25. 2 по 15. 2,15. 20-15. Да, две станции, нижняя и верхняя. Поле застройки примерно, да. Давайте, Федорович, у нас, в принципе, есть и свободная площадь, если у них будет желание продолжить работать на территории района. Поговаривай. Хорошо, ясно. Мы готовы, соответственно, если будет новый конкурс, мы сразу участвуем и будем Нет, строить. конечно. Давайте обсудим. Я не знаю, как вам, нам-то с вами комфортно работать. Нам с вами тоже. Вроде все, что мы обещали, вроде как делаем, правильно? Это так. Поэтому давайте
Хороший объект, хорошая история. Да. За этим на самом деле будущее. Вот как бы, наверное, со временем будут вот эти батареи, они же каждый раз, наверное, те, которые 10 лет назад были, они у них... Конечно, технологии очень быстро идут вперед, но при этом даже если через несколько лет технологии шагнут вперед, появятся более эффективные модули, то эти будут работать. Они будут ли работать? Конечно. А сколько срок их примерно вот эксплуатации? Ну, у них гарантированный срок эксплуатации 25 лет, вот, но при этом через 25 лет они не прекращают работать, а продолжают. То есть там есть определенный процесс деградации, но он не сильно большой. Но и в дальнейшем это мощности вот этой вот хватит бурзян какое-то время весь освещать? Да. Здесь две таких установки, на верхнем и нижнем бурзяне. Вот, да. Хватит, да? Ну, мы обсуждали, что в зависимости от нагрузки. 4 у них, 8 получается Да, мегаватт-час. 8 У мегаватт нас в потребление 10 мегаватт-час, в принципе, райцентр. Ну, весь райцентр. Да. Но подстанция подключена меньше. Здесь-то, наверное, наведете порядок? Или вы, Ну, конечно. или Здесь просто чернозем, вот, здесь невозможно работать, пока не высохнет. Вот, соответственно, там, в ближайший месяц здесь все будет облагорожено. А сколько человек работает здесь? В период эксплуатации будет работать порядка там, 15 человек. Вот, в ходе строительства доходило до 100 и больше. Спасибо, до свидания. Спасибо. Республика уделяет большое значение поддержке инвестиций, притоку инвестиций. Скажите, какие отрасли, вот, по-вашему, у нас могут развиваться успешно? Вот, знаете, я ответил бы так, что у нас, в принципе, все отрасли могут развиваться. Очень диверсифицированная экономика. У нас есть сельское хозяйство, вы знаете, в сельском хозяйстве все, начиная там от технических культур, завершая традиционным растениеводством, выращиванием скота, производством молока и так далее. Поэтому очень много. И практически наша идеология такая: если какой-то инвестор хочет производить, может быть, даже и создавать предприятия, которые ранее не были никогда на территории, не производились, мы готовы любому. Ну, например, вот очень перспективным направлением является вот солнечная батарея. У нас это не первый объект, у нас в Хайбулинском районе есть. Здесь, в Стерлибашском районе мы строим. Вот я сегодня просто хотел посмотреть. Ну, просто это очень интересное зрелище. Вот, смотрите, огромное поле, 30 гектар, все в солнечных батареях. И это на самом деле будущее энергетики. Возобновляемая энергетика, она и дешевле, и самое главное, вот мы с партнером, это довольно крупная компания федеральная Хевел, договорились, что будет в следующую очередь. Здесь сказать, что это много рабочих мест, нельзя сказать. Это такое предприятие. 15 рабочих мест, но НДФЛ здесь, все налоги здесь. Поэтому налоги в республиканский бюджет тоже отсюда. Поэтому отличная история. Будем ее развивать. Какие еще вы видите возможные проекты в ближайшей перспективе? Ой, их очень много. У нас в нашей проработке находится, если я не ошибаюсь, там более 300 инвестиционных проектов, которые носят приоритетный характер. Это большие, крупные. У нас есть 2 инвестиционных проекта, там максимальная его стоимость 54 миллиарда, да, один инвестиционный проект. А есть инвестиционные проекты маленькие, 50 миллионов, 100 миллионов. Но мы отрабатываем все. Спасибо большое. Спасибо.